Эдуард Валерьянович, от деятельности ведомства, которое вы возглавляете, напрямую зависит состояние здоровья нашей нации. Поэтому сегодня, я думаю, с большим вниманием наша общественность, наши граждане выслушают отчет, который вы подготовили. У меня была возможность ознакомиться с этим отчетом, и в рамках данного документа есть вопросы, которые я хотел бы вам задать. Как известно, в рамках вашего ведомства реализуется несколько ведомственных целевых программ. Если можно поподробнее об одной из них, программа лечения граждан за пределами Республики Абхазия и на территории Республики Абхазия. Добрый день, Аслан Георгиевич. Хотел бы дать отчет о проделанной работе за 2023 год. Как вы сказали, по целевым программам в 2023 году Министерством здравоохранения Республики Абхазия осуществляется реализация 7 ведомственных целевых программ. Первая – это лечение граждан за пределами на территории Республики Абхазия. Вторая программа – это централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия. Третья программа – это развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью. Четвертая программа – медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Пятая программа – это совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия. Шестая программа – медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах Республики Абхазия. И седьмая программа – это кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия, которая сегодня все эти программы, они уже закрыты и осуществлены. Хотелось бы по вашему поручению сейчас поподробнее рассказать о первой программе, ведомственная целевая программа лечения граждан за пределами на территории Республики Абхазия. В настоящее время определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, современной репродуктивной технологии по проблеме лечения бесплодия ЭКО, не оказываются в лечебных профилактических учреждениях Республики Абхазия, и средства, выделяемые на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов, недостаточны для полноценного оснащения медицинских учреждений Республики Абхазия оборудованием, необходимым для проведения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам. В связи с этим возникает острая необходимость финансирования и направления граждан на лечение в медицинские учреждения за пределами Республики Абхазия, в частности в Российскую Федерацию. В рамках реализации программы осуществляется отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, нервной системы, заболевания крови, пациентов с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Это тот спектр вопросов, который мы не можем закрыть на территории Республики Абхазия. Мы вынуждены отправлять в клиники Российской Федерации для получения нашими гражданами высокотехнологической и специализированной медицинской помощи в ведущих учреждениях Российской Федерации. Какое количество наших граждан было направлено в медицинское учреждение Российской Федерации в 2023 году? В 2023 году 824 человека было отправлено в клиники Российской Федерации, и сумма на оплату лечения этих граждан 174 миллиона 598 тысяч 242 рубля. Это касательно тех пациентов, которые едут по гарантийным письмам. Мы также усиливаем работу по полисам обязательного медицинского страхования, которые имеют граждане Российской Федерации, наши граждане, имеющие гражданство Российской Федерации, имеющие полисы обязательного медицинского страхования. В этом направлении мы также активно занимаемся этим вопросом. Вот буквально до Нового года мы отправили одну пациентку в ведущее федеральное учреждение Российской Федерации в городе Москве, провели ей стентирование коронарных артерий по полису обязательного медицинского страхования. Все для пациентки это было абсолютно бесплатно. И также в этом направлении и по другим нозологиям, и в частности по онкологической тематике большая работа ведется с полисом ОМС, федеральным центром имени Блохина. Там тоже большие подвижки в положительную сторону в плане осуществления лечения как химиотерапии, так и других видов оперативного вмешательства на территории ведущего учреждения. Эдуард Валерьянович, обязательное медицинское страхование этими полисами в 2023 году
какое количество наших граждан, постоянно проживающих в Абхазии, воспользовались. 2023 год через Министерство здравоохранения по нашим направлениям в ведущие клиники Краснодарского края и Российской Федерации головных учреждений прошли более 1200 человек. Мы говорим о том, что они получали и высокотехнологические медицинские вмешательства, в том числе в ведущих российских клиниках по этому направлению высокие технологии и специализированную медицинскую помощь получили более 104 гражданина, которые поехали по полису ОМС. О какой сумме идет речь? Более 80 миллионов рублей именно по высоким технологиям. Это те, кто воспользовался обязательно? Да, по полису. Да. Слава Георгиевич, в этом направлении достаточно активно ведется работа с федеральными центрами. Мы взаимодействуем, и эта работа из года в год будет увеличиваться. Вот что касается вот этих полюсов, есть определенные лимиты на суммы или нет такого по году? Или те, кто обратился, должен получить квалифицированную помощь? За территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Краснодарский филиал закладывает, мы прикреплены к Краснодарскому филиалу фонда обязательного медицинского страхования, и эти лимиты, они постоянно присутствуют для наших граждан, которые получили полюса и имеют гражданство. Но я бы хотел еще доложить вам Какие ситуацию. лимиты, о чем идет речь? Если будет, допустим, обратиться 5000 человек, они смогут такое количество? Это же или для... установлены лимиты какие-то? Нет, но для всех граждан, которые получили полис, медицинская помощь оказывается. Просто не все обращаются, и не все наши граждане, имеющие российское гражданство, получили полиса обязательного медицинского страхования. Но человек, который владеет полисом, он гарантирован Получает в том медицинскую смысле, помощь. что получит медицинское По обслуживание закону. необходимое, Да. независимо от того, какое количество раз он обратился. Неважно. Не важно. Да. То есть в данном случае мы можем говорить о том, что никакого лимита нет. Нет. По мере необходимости могут обращаться, и тот набор услуг, который указан в полисе, он должен быть ему оказан. Да. Так? Да, Так, я абсолютно правильно так. понимаю? Да. Хорошо. Эдуард Иванович, в отчете был отражен вопрос, связанный с дефицитом медицинских кадров. Как с этим обстоят дела? Какое количество наших граждан обучаются в учебных заведениях Российской Федерации? Какова там картина? Кто возвращается, кто не возвращается? Поясните, пожалуйста. Вот сейчас, когда находился в командировке в Российской Федерации, встречался с коллегой Михаилом Альбертовичем Мурашко, и на совещании также проговаривались эти вопросы о том, чтобы повышать квалификацию наших специалистов в ведущих российских центрах. В частности, присутствовал на совещании руководитель РМАПО, и эти вопросы мы проговаривали о том, что наши граждане, наши врачи будут повышать квалификацию в ведущих вузах Российской Федерации. Также мы заключили договор с Сеченским университетом тоже по подготовке наших кадров и в том, чтобы наши граждане и также могли поехать и на лечение в Сеченский университет. Это вот буквально перед Новым годом было заключено соглашение. Те специалисты, которые учатся в наших российских вузах, мы их отслеживаем, и они все должны возвратиться на территорию Республики Абхазия. Именно медицинские. Какое количество обучается? 144 человека обучаются в общей сложности сейчас у нас во всех медицинских вузах. Но у нас есть острая нехватка узкопрофильных специалистов, таких как детских реаниматологов, таких как детских инфекционистов, врачей ультразвуковой диагностики, детских хирургов, да и взрослых хирургов. Очень вот эти вызовы с инфекционными заболеваниями и ковид показал, насколько мы уязвимы в плане узкопрофильных специалистов. Сейчас мы оплачиваем ординатуру именно тем специальностям, которые нам будут крайне необходимы и востребованы. Вот те специальности, которые я сейчас озвучил, по этим специальностям государство оплачивает ординатуру, после окончания института в ординатуру идут обучаться, и эти специалисты получают уже образование за счет бюджета Республики Абхазия. Какое количество специалистов получило государственную поддержку в 2023 году? И какие цифры общие? В рамках реализации программы студентов в 2020 году было 42 студента, 17 ординаторов, в 2021 году студентов 49, ординаторов 34, в 2022 году 44 человека, ординаторов 15 человек, в 2023 году студентов 48, ординаторов 17. Утвержденный объем финансирования на эти услуги 15 миллионов рублей.
Это хорошо. Скажите, пожалуйста, государство оказывает поддержку в плане финансирования их обучения, так? Да. В таком случае можно ли это увязать с необходимыми для нас специальностями? И каким образом исключить дефицит? Как решить вопрос по вот этим узким специальностям, по специалистам, которые нам нужны, которых нам не хватает? Я вас понял, Александр Георгиевич. Мы несколько лет в Министерстве здравоохранения назад перестали оплачивать те специальности, у которых переизбыток специалистов в республике. Это хирурги, это стоматологи, это акушеры, гинекологи. Поэтому люди приходят в Министерство здравоохранения, пишут заявление о том, что они хотят поступить, допустим, в ординатуру того или иного медицинского вуза. Мы говорим, что у нас есть нехватка той или иной направленности в тех или иных специалистах. И мы с ними разговариваем и направляем, и если они согласны, то мы и оплачиваем эти специальности. Буквально несколько лет пройдет, и у нас не будет такого дефицита специалистов. Эти специалисты учатся, получают образование в ведущих российских вузах, и по истечении ординатуры они вернутся к нам на родину и будут помогать нам. Я правильно понимаю, что такой подход решает проблему? Да. Дело во времени. Да. Мы в конечном итоге придем к тому дню, когда дефицитных специальностей медицинских у нас не будет. Ну, в широкой массе может и не так и не быть, но основные потребности мы закроем. Но есть такие узкопрофильные специалисты, которые нам нужны сегодня в плане кардиохирургической помощи. Если у нас был бы ангиограф, то могли бы делать коронарографию, стентирование. Такие специалисты, конечно, наиболее востребованные. Мы в этом направлении тоже думаем, работаем. У нас есть абхазские специалисты, которые работают в ведущих вузах Российской Федерации, клиниках. И если у нас будет уже налажена вот эта служба, то, я думаю, они вернутся к нам и будут помогать. Вы указали в отчете, что не хватает психиатров, в том числе детских психиатров. Крайне не хватает. Сейчас в ординатурах обучаются люди. Один человек. Уже Один есть. человек. Мы закрываем данную проблему. Мы ее разом, Аслан Георгиевич, не можем закрыть, но у нас есть еще другие специальности и специалисты, которые учатся сегодня на последних курсах медицинских вузов, которые в будущем планируют пойти на те специальности, которые крайне необходимы Связь с республике. ними есть, с этими Постоянно. специалистами? Вы корректируете Да. выбор их дальнейший? Направляем. Направляете, правильно делаете. Теперь расскажите нам о перечне приобретенного медицинского оборудования в 2023 году. Что у вас в этом плане? Оснащение клиник передовым оборудованием – это крайне необходимая вещь. Вот сейчас с поддержкой вас, государства, в Национальный онкологический центр было закуплено оборудование передовое на сумму более 24 миллионов рублей. Мы сейчас буквально ждем допоставку там 2-3 позиций, и это оборудование высокотехнологическое, это стойки операционные, это видеолапароскопы, это полный блок нового операционного блока, который будет введен в эксплуатацию. Такого еще в республике не было. Это передовое оборудование, которое уже в пути, практически вот 2 позиции нам осталось, и это будет все работать на территории Национального онкологического центра. Уровень хирургической помощи и помощи онкологической в разы вырастет, потому что это будут инновационные подходы, которые используются во всем мире. Это оборудование дорогостоящее, иностранного производства, которое мы ждем, учитывая вот эти вот санкционные моменты, около года. В декабре, да, больше года, год и 2 месяца практически мы ждем это оборудование, и оно уже пришло в Абхазию и будет уже смонтировано. Я правильно понимаю, что некоторые онкологические больные квалифицированную помощь получат здесь? Здесь. Не будет необходимости их вывозить в Российскую Федерацию. Так? Они уже здесь ее получают, но учитывая то оборудование, Аслан Георгиевич, которое придет, инновационное, передовое, мы сможем вывести нашу хирургическую онкологическую службу на совершенно другой высокий уровень. Там все хорошо с профессионалами? Да, С есть. специалистами? Да, есть определенная нехватка определенных специалистов, но в общем ситуация стабильная, и отзывы в обществе о работе Национального онкологического центра, они положительные. В рамках последних закупок более 11 миллионов рублей было потрачено на покупку оборудования лабораторной службы республиканской больницы. Там тоже переоснащение всей лабораторной службы уже осуществляется. Это первый этап. В 2024 году планируется еще
покупка второго этапа также на 11-12 миллионов рублей в зависимости от курса доллара. Вот, чтобы весь спектр лабораторной диагностики закрыть и чтобы лабораторная диагностика в республиканской больнице была экспертного класса. Это будет лаборатория экспертного класса на территории ведущего головного учреждения республиканской больницы. Сейчас идет наладка оборудования, которое было закуплено также несколько месяцев назад. Сейчас инсталляция оборудования идет. Я приезжал в республиканскую больницу, лично осматривал это все оборудование. Оно будет введено в эксплуатацию после определенной инсталляции. И есть свои моменты по введению правильному в эксплуатацию. Учитывая то, что у нас есть определенные моменты с перепадом электричества, мы осуществляем дополнительную защиту этого дорогостоящего оборудования. И также мы параллельно, благодаря вашей помощи, Аслан Георгиевич, уже 11 автомобилей скорой медицинской помощи были приобретены в прошлом году. И для наших лечебных учреждений это и получил и Гудаут, и Творчал, и Ачимчира, и Новый Афон, и Пицунда, Гагра, но тоже там они своими силами помогают. В этом направлении большая ведется работа, огромная. Вот лично вам спасибо за то, что вы оказывали нам и такую помощь для наших лечебных учреждений. Еще один вопрос. В прошлом году вы провели первый Абхазский медицинский форум. Как это мне представляется, данная инициатива необходима. Мероприятие прошло на высоком уровне. Планируете ли вы продолжить работу в этом направлении? Да, Аслан Георгиевич, хочу доложить вам ситуацию по второму Абхазскому медицинскому форуму. На даты 22-23 апреля 2024 года мы планируем проведение второго Абхазского международного форума с привлечением специалистов, которые будут крупные специалисты в этой области. В прошлом году было 5 академиков, 4 члена-корреспондента и ведущие специалисты, профессора в своей отрасли, в своем направлении. Сейчас мы проговорили формат форума, также будет двухдневный форум. Уже заявлено определенное количество специалистов из Российской Федерации, уже 5 также академиков Российской Федерации изъявили желание поучаствовать в нашем форуме. Сейчас ведем переговоры с другими специалистами о том, чтобы главные по направлениям приехали также. Мы помимо науки хотим еще, как и в прошлом году, ввести практическую часть, чтобы люди приезжали и помогали нашим гражданам в высокотехнологических оперативных вмешательствах. Вы знаете, что в прошлом году 2 коленных сустава было заменено гражданам абсолютно бесплатно для пациентов. Сегодня они чувствуют себя хорошо. Поэтому мы также планируем проведение ряда оперативных вмешательств на территории наших лечебных учреждений. И хотим сакцентировать внимание на инфекционной составляющей, учитывая вызовы мировые, такие были как ковид, потом у нас ежегодно в летний курортный сезон ротавирусная инфекция, сейчас инфекция, вспышка, коклюшная инфекция. В этом году также помимо оснащения мы провели ремонтные работы в инфекционной больнице, в психиатрической больнице, в других лечебных учреждениях осуществляется достаточно большой финансово емкий процесс ремонта. Вот 2 мельцеровских бокса, которых не было на территории инфекционной больницы, крайне необходимы, и сегодня они используются, учитывая те вызовы, которые есть в инфекционном плане. Когда поступают детишки, мы их изолируем. Это абсолютно правильное решение с точки зрения даже особо опасных инфекций, санэпидрежима. Там 2 санпропускника, там изолированный медперсонал, изолированные родители находятся с своими грудными детишками, и не только грудного возраста, разные поступают. Ну вот в этом направлении мы тоже ведем работу. У меня еще один вопрос. Подскажите, как обстоят дела с программой медицинской реабилитации инвалидов Отечественного народа Абхазии 1992-1993 годов? Что у нас там в этом плане?
программа в 2022 году она не работала, потому что санкционные попали под санкции. Эти Otto Bock, немецкая компания, они расходные материалы получали с Германии, вы знаете, но учитывая и ковид, и сложности логистические, не было у нас этой работы. Вот. Для улучшения качества жизни и полноценной интеграции в социальную сферу инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с 2012 года выделенные правительством средства в отделе технической ортопедии РРЦ началось производство протезов из комплектующих, применяющих компании Otto Bock. На данное время Otto Bock выдается инвалидам и жертвам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 года. В рамках программы осуществляется доработка базы данных и персональных карточек здоровья пациента для определения вида протеза, централизованное приобретение расходных материалов для изготовления протезов голени и протезов бедра, а также медицинских изделий, изготовление 20 протезов для ампутированного бедра и 100 протезов из ампутированной голени, примерка и подгон материалов. Министерство здравоохранения Республики Абхазия обеспечивается организация централизованного приобретения расходных материалов для протезов в рамках программы. Вот, за 8 месяцев 2023 года количество обслуженных пациентов 178, изготовлено протезов бедра 8, изготовлено протезов голени 28, количество ортезов 14, ремонт протезов 122. Ну, вот мы сейчас уже наращиваем темпы, в этом направлении тоже прицельно уделяется внимание нашим ветеранам, уважаемым людям, которые получили травму. Это очень важный вопрос, поэтому просил бы вас держать его на постоянном контроле. Скажите нам, как обстоят дела с диспансеризацией детей? Какие-то мероприятия были проведены в 2023 году? Министерство здравоохранения в ежегодном формате оказывает диспансеризацию такую, может, не масштабную, но ездят по селам, смотрят наши специалисты. Вот сейчас и в этом году несколько диспансеризаций было проведено и в восточной части Абхазии, и в школах совместно с Какое ВАКом. количество людей было охвачено? Более несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек. Вашими силами или помогали? Помогали, нет, силы были наши, специалисты были наши, но совместная акция была с ВАКом, которые ездили тоже по селам, помогали, там частично брали нагрузку на себя, но тоже плодотворно совместная работа была проведена. Также была впервые проведена масштабная диспансеризация в высокогорном селе Псху, Сухумского района. 15 специалистов выехали, туда я сам поднимался. Мы отправили КАМАЗ большой трехмостовый для того, чтобы поднялся туда, в высокогорное село Псху. На месте оказывал помощь в виде рентгеновского обследования. Туда отправили, также подняли ультразвуковую диагностику. Люди совместно, эта акция была проведена также совместно с ВАКом. Вот, провели лабораторную диагностику, достаточно масштабная была акция, и она проводилась ежегодно, Аслан Георгиевич, но вот так масштабно, чтобы с рентгеном, с лабораторией, с ультразвуковым исследованием, с таким большим количеством специалистов, такой масштабной еще не было. Но после того, как мы провели всю вот эту вот диспансеризацию, все те назначения, которые выписывались гражданам, которые проживают в высокогорном селе Псху, вы знаете, что зимой тяжело добраться, дороги перекрываются. Вот. Мы адресно, Министерство здравоохранения, адресно более чем на 300 тысяч рублей отправили медикаменты этим пациентам, которые нуждаются. На 6 месяцев Министерство здравоохранения отправило медикаменты тем людям, которые нуждаются в постоянном приеме лекарственных препаратов. Еще была пациентка, которая обратилась к нам с жалобами на боли в тазобедренном суставе. Мы ее соперировали, заменили тазобедренный сустав. Был сложный случай, пришлось отправить в Российскую Федерацию, но сегодня она ходит, никаких жалоб не предъявляет, поэтому в этом направлении мониторинг нами тоже ведется. Мы в плотном контакте с медицинской службой района. Спасибо. Расскажите о планах на 2024 год. Что у вас запланировано в 2024 году? Мы хотели бы, вот мы сейчас говорили, Аслан Георгиевич, по поводу медицинского форума. Это очень важная составляющая, научная. Такого форума в Абхазии еще не было, он был впервые сделан в 2023 году. В 2024 году
Мы планируем расширять международное присутствие на территории Республики Абхазия. Я встречался с российскими коллегами. Вы знаете, российские коллеги свое участие уже подтвердили. Общался с белорусскими коллегами, тоже пригласил коллег на форум. Также приглашу коллег из Республики Южная Осетия. Вот. И мы планируем еще, ведем связи с Самаркандским медицинским университетом, институтом медицинским. Если получится, то наши коллеги из Республики Узбекистан могут тоже приехать сюда на форум. Вот сейчас ведется переговоры о том, что, может, я поеду со знакомительной поездкой в Самарканд и на месте эти вопросы проговорю до форума, если позволите. Мы хотим делать диспансеризацию населения, планируем поэтапно, делать скрининги населения, допустим, взять женскую часть нашего общества, делать, допустим, прицельно определенные виды исследования для того, чтобы на ранних стадиях мы могли преждевременно все это увидеть и делать скрининги. Вот сейчас находился в Москве, встречался с академиком Иваном Сократовичем Скилиди, тоже понимание, как помочь, как распланировать диспансеризацию, какие сделать правильные акценты и какие скрининги надо проводить. В этом направлении есть тоже понимание, поддержка, и готов Иван Сократович в определенный период присылать специалистов, которые будут нам помогать, высокопрофессиональные онкологи, которые могут помогать нам в нашем скрининге исследования населения. Это вот я говорю о женской части населения, это о одном из скрининге. У нас будет создана определенная программа. Мы будем исследовать и детское население, и взрослое население, и отдельно вам доложим, прям напишем всю программу, вы утвердите, мы будем планомерно, спокойно, запланирован на весь текущий 2024 год, поэтапно это осуществлять. Также у нас еще по оснащению наших медицинских учреждений большие планы по подготовке и переподготовке профессиональных кадров на рабочих местах в клиниках Российской Федерации, о том, о чем мы говорили с уважаемым коллегой министром на встрече в Минздраве Российской Федерации, и еще текущие внутренние вопросы, которые есть, очень такие требующие прицельного внимания. Это в курортный сезон, когда наплыв гостей в большом количестве приезжает в Республику Абхазия, и мы должны быть в плане того и информационная поддержка, и лечение на территории, и сложные случаи вывести пациентов, это организация и логистика в четверку в Сочи, далее в Краснодар, в Москву. Мы этим плотно занимаемся, поэтому тут вопросов, как говорится, организационных нет. Но мы на личном уровне. И строительство детской, новой детской больницы на территории республиканской больницы, где будет клинический городок, где будут и взрослые, и детские, это будет удобно. у нас начало работ 24 год. 24 год. Ну, Проект, и смета, и проект, вся документация, она утверждалась весь 23 год. Сейчас вот начало 24 года, мы вернемся к этому вопросу, когда уже, если это все уже завершено, этот этап, то уже строительство. Так, надо вопрос держать на контроле, это очень важно. И в заявленные сроки работы должны начаться. Эдуард Григорьевич, благодарю за службу. Государство и впредь будет оказывать всемирное содействие медицине, исходя из тех возможностей, которые мы располагаем, потому как здоровье нации – это приоритет на народе. Спасибо. Рассчитываю на вашу поддержку, Слава Григорьевич. Спасибо.